Ну да, дело в том, что вот, социализм изначально это была кровь, это были жертвы сумасшедшие. То есть народ наш прошел через такие испытания вот после революции, что в итоге-то все равно все пришли к пониманию, что в таком кошмаре и в аду жить нельзя, что надо все равно жить, ну, по-человечески. А поскольку тогда почти все люди были православными, мне кажется, что ну, все тогда были православны. То есть при крещении, при рождении там всех крестили, так или иначе. Бабушки там прятали от кого-то, значит, потихонечку крестили своих внуков. Ну, это в крови, это в генах наших заложено было. Поэтому мы не могли даже строить социализм, вроде бы чисто внешне отрекаясь от Бога, да, говорить, что Бога нет, но тем не менее война, одна война только что доказала, что мы в итоге открыли храмы, и что все стали ходить в храмы и молиться. То есть, ну, от этого никуда не деться. И поэтому и социализм наш все равно основан, конечно же, на православии, вот 100%. Именно поэтому народ сейчас вспоминает об этих моментах, ну, с удовольствием, о своей жизни в социалистическом вот, прошлом нашем. Все-таки жили по законам Божьим. Конечно, конечно. Человеческие законы мы называли, что это чувство справедливости, заботы, что мы готовы отдать свою жизнь за спасение друга. Ну, то есть все законы, которые были продиктованы как будто бы социализмом, они взяты из православия.